Добрый день! Я продолжаю мастер-класс по стрельбе из башкирского традиционного лука. И сегодня к вашему вниманию хочу сравнить, дать технические характеристику спортивному луку, чем спортивный лук отличается от традиционного башкирского лука. Во-первых, мы из спортивного лука при стрельбе используем вот такие карбонные стрелы. Вот карбонные стрелы. То есть они очень отличаются от наших традиционных стрел. Да, ведь видите, при стрельбе из традиционного, то есть, извините, из спортивного лука, обычно используется вот такая полочка, куда мы ложим стрелу. И также спортивный лук имеет такие приспособления, как стабилизатор. Сюда ставится стабилизатор. Вот здесь место для прицела. То есть, объясняю, почему же при стрельбе используется вот такая стабилизатор. Вы, наверное, многие заметили, при замедленном таком повторении кадров, да, ведь когда стрела вылетает из тетивы, она деформируется, и вот задняя часть иногда опережает переднюю часть. И стрела летит, меняя траекторию. Мы, лучники, говорим, что стрела летит боком. Вот в данном случае стабилизатор исключает вот такое изменение траектории. Спортивный лук очень популярный в нашей стране и во всем мире. Она легко разбирается. Вот здесь, видите, винтики имеются, плечо снимается, и можно легко транспортировать. Вот в данном случае спортивный лук. Первое отличие от традиционного: спортивный лук, видите, имеет намного больше длины, чем башкирский традиционный лук. Почему же башкирский традиционный лук намного короче? Здесь только объясняется тем, что когда конник берет свой лук из налушника, лук большой длины будет очень мешать лучнику, да, лучнику-коннику. Здесь, видите, нет ни полочки, ни прицела, ни стабилизатора. То есть вся стрельба из башкирского традиционного лука, она заложена в наших генах, идет от нашего сознания, от нашего понимания. Я всегда говорил, что стрельба из лука — это целая философия. Спасибо за внимание. В следующих уроках я вам покажу как нужно занять правильную стойку и хочу сказать, попасть в цель, не целясь в мишень. Спасибо за внимание.